Смотрите сегодня в выпуске «Клуб родителей детей с особенностями развития». Центр дистанционного образования отмечает день рождения. Инвалидность – это огромное испытание, которое выпадает на долю детей и их родителей. Конечно, помощь специалистов важна и необходима, но и сами родители особых детей могут сделать очень многое для их развития. Только вот отыскать нужную информацию бывает порой совсем непросто. Не так много ресурсов дает нам возможность узнать о методиках развития и воспитания ребенка, страдающего поражением детским церебральным параличом. Именно с этой проблемой столкнулась Вероника Чупрова, когда в ее семье появился особенный малыш. 3 года назад Вероника решила создать клуб для родителей, детей с инвалидностью и особенностями развития. Различные неврологические заболевания, ДЦП, аутизм, ЗПР и так далее. Сегодня «Лучики света» вырос до общественной организации. Сначала это был просто как бы клуб, где мы устраивали такие посиделки там раз в месяц, раз в квартал, чтобы пообщаться, обсудить наше лечение. А потом в итоге это стало общественной организацией, потому что нам простых посиделок стало мало. Понадобились какие-то проекты, и чтобы их сделать, нужна, конечно, какая-то уже серьезная организация. 100 человек, которые в клубе, наверное, может, максимум 5, которых я нашла. Они приходят сами, и знакомые рассказывают, подружки. Как правило же, мы стараемся все равно вместе. Не то, что держаться, общаться. Мы вынуждены, потому что мы встречаемся где-то в лечебных учреждениях. И, разумеется, сразу стараемся задружиться, чтобы вместе общаться, делиться. Вот одна другую и каждый раз и ведет. К сожалению, участники клуба не так часто встречаются, но их общение непрерывно благодаря мессенджеру WhatsApp. Руководитель клуба Вероника Чупрова периодически проводит полезные встречи мамочек со специалистами различных ведомств. Нам очень здорово помогает наше цифровое настоящее, потому что мы можем, не выходя из дома, между собой общаться, устраивать даже конференции по скайпу. У нас есть центр дистанционного обучения, который очень здорово поддерживает у нас таких мамочек с лежачими детьми. Они полностью устанавливают нам оборудование и проводят занятия. Такие же занятия мы даже сейчас проводим физкультурой по скайпу для тех деток, кто из дома выйти не может. Ну, а самое главное для нас, вот как раз исходя из этого, проблема выйти из дома. Серьезная проблема, потому что среда не подготовлена для приема таких людей и наших детей, колясочников. Ну, как-то вот вроде бы работают в городе над этим вопросом, с пандусами, все как-то все-таки решается. Не так все плохо, решается. Так что как бы особых серьезных проблем не вижу. Светлана Слепцова узнала о клубе для родителей «Лучики добра» от своей подруги и уже год состоит в нем. То есть я получила очень большой поток информации о том, чем я могу пользоваться, где я могу проходить реабилитацию с ребенком, да, какую я помощь могу получить. Там. От нее я узнала о том, что есть Харасхал. Мы тоже пришли сюда. Вот, в общем, все от начала, вот прямо от начала, вот как вот человек сталкивается с этой проблемой, вот прямо вот от нуля, там документационные какие-то оформления, какие-то реабилитационные, плюс еще помощь родителю. Очень большая помощь родителю в плане поддержки. И даже когда у кого-то какие-то трудные моменты бывают, в этой группе вот, человека поддерживают, да, получается, найдут какой-то выход из ситуации. И, Вероника очень сильно помогала, я скажу, что она до сих пор помогает всем участникам группы, кто сталкивается с той или иной проблемой. Даже там документационные какие-то проблемы, да, организация выхода, выезда ребенка там в больницу, там куда-то там, или даже там вылет куда-то на лечение, да. Праздники. То есть с обычным ребенком, конечно, везде можем появиться, да, а когда ребенок у тебя особенный, то есть чувствуется дискомфорт не только родителям, но и ребенка, да. И, соответственно, чтобы это избежать, как бы тоже создаются, Вероника тоже создавалась такой этот праздник, новогодние, допустим, праздники, майские праздники, и этот. Очень удобно, когда ты собираешься с ребенком куда-то, да, и на тебя не смотрят, как что это что-то такое особенное, или это что-то такое дикое, да. На тебя смотрят уже как на своего,
ты общаешься свободно, твой ребенок общается свободно, и никто не чувствует себя как-то скованно. Родительский клуб «Лучики света» второй год организует новогодний утренник для детей с ДЦП и с тяжелыми неврологическими заболеваниями. В этом году, помимо утренника, через соцсети клуб организовал благотворительный проект «Мечты сбываются», который охватил 40 детей, участников клуба. Среди желаний детей были и заветные мечты, которые не в силах выполнить мамам самостоятельно. Участие в игре в футбол, о новом ноутбуке, о сухом бассейне, о новых игрушках и о встрече со своим кумиром. У нас серьезная вот как раз проблема в том плане, что есть у нас детишки, которым требуется специализированное серьезное лечение, дорогостоящее, которые не оплачивает Минздрав, фонд социального страхования, какие-то операции, которые тоже, к сожалению, неоплачиваемые. Нет на них квоты или какие-то другие проблемы. И тогда вот вынуждены некоторые мамы заниматься сбором денег. Очень многие стесняются этого. Как-то вот это выглядит как попрошайничество, но это не так. Вы ведь на своего ребенка просите, это вот шанс такой. К тому же у нас люди, слава богу, такие открытые и идут навстречу. Поэтому, если есть такие мамы, которые до сих пор боятся не то, что какие-то там сборы открыть, а просто рассказать, что у меня есть такой ребенок, не бойтесь, приходите к нам. Но мы можем помочь советом, рассказать, кто где лечился, кому как помогло, где какие новые методы. И, конечно же, очень часто сталкиваются мамочки с тем, чтобы хотя бы где, куда пойти, что оформить, какое пособие, где, что, как, чего оплатить. Мы все, разумеется, это знаем. Нас много, и по крупицам информации набралось столько, что мы сейчас можем информировать любого новичка. Поэтому мы рады всем. Связаться с клубом для родителей, детей с инвалидностью и особенностями развития «Лучики света» можно через социальные сети, группу ВКонтакте и Facebook. В феврале Центр дистанционного образования в Якутии отпраздновал свой 5-летний юбилей. Центр был основан в 2009 году как структурное подразделение государственного казенного образовательного учреждения Республиканской специальной коррекционной школы-интернат 3-4 вида. Именно этот год считается основанием центра, а в 2013 году по распоряжению правительства тип учреждения был изменен на государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей. Центр дистанционного образования – это целая система образования, которая обучает более 600 детей с инвалидностью, обучающихся на дому, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят подтянуть основные предметы в средней общеобразовательной школе. В день празднования юбилея для гостей праздника была организована педагогическая гостиная «История центра в лицах», на которой были представлены первые педагоги и ученики. Также были представлены открытые классы, где проходили мастер-классы творческих лабораторий центра. Торжественное мероприятие прошло под названием «Город детей». Гости праздника отправились гулять по виртуальному городу, где ближе познакомились с системой образования Центра дистанционного обучения. Мы движемся по реализации, модернизации общего образования. Наш центр является координатором, оператором по реализации проекта базовых общеобразовательных организаций, реализующих дистанционное образование. В настоящее время еще одно ключевое направление центра – это реализация образовательного портала. То есть задач у центра достаточно много, и они с успехом решаются. И на сегодняшний день мы подводим лишь промежуточные итоги. Сделан определенный шаг в развитии системы образования, и эта работа будет продолжена в дальнейшем. От имени министерства, лично министра Федоси Васильевны, я поздравляю замечательный коллектив центра во главе с руководителем Слепцовой Галиной Егоровной. Успехов, творчества, позитива, креатива. На праздник пришли самые близкие друзья центра, но для тех, кто не смог посетить торжество, была организована онлайн-трансляция на сайте Центра дистанционного образования.
Каждый ученик и учитель, несмотря на свою отдаленность, побывали на дне рождения родного центра. 5 лет назад это была такая мощная, инновационная, айтишное течение, это такой мощный, свежий ветер новых образовательных услуг, что мы активно включились и до сих пор просто очень любим заниматься, очень любим данный центр, помогаем, сами у них учимся многому. Действительно, центр у нас получился уникальный на дальневосточном регионе. Это уже признано экспертами московскими, федеральными экспертами. За эти годы охвачено огромное количество детей, которые ранее не выходили из дома, сидели только дома, а сейчас им такие возможности предоставил данный проект, что сегодня мы уже слышали о значительных результатах, о значимых результатах, о тех результатах, о которых нужно говорить всем и вся. Ваши пожелания бы хотелось услышать. Мои пожелания, далее пожелания тоже действительно. Вот наша категория детей – это дети такие очень интересные дети, хотя у них ограниченные возможности, как все так говорят, но мы все считаем, что у них возможности не ограничены. Я мама Славинской Полины, которая занимается в Центре дистанционного обучения. Нам очень нравится здесь заниматься. Мы почти с самых азов занимаемся. Вначале было очень сложно, но ничего, мы справились благодаря всем педагогам, которые здесь занимаются. Очень нам нравится. Поздравляем, желаем процветания, чтобы еще больше у них было возможностей для воспитания детей, которые с ограниченными возможностями. Спасибо вам большое. Оглядываясь сегодня назад, мы видим, насколько сегодня у нас данное направление дистанционного образования детей в республике уже поставлено на хороший уровень. Мы услышали очень много теплых слов о том, что мы уникальные, о том, что мы очень талантливые, о том, что мы очень терпеливые, чуткие. И это, конечно же, радует. Желаю всем, моему родному коллективу, родителям, ученикам нашим, крепкого здоровья, это самое главное, успехов дальнейших в учебе, в работе, и, конечно же, благополучия. Мы искренне поздравляем наших друзей Центра дистанционного образования с 5-летием. Рада выразить нашу глубочайшую признательность за наше тесное сотрудничество во благо улучшения качества жизни детей с инвалидностью. От всей души желаем вам счастья, здоровья, благополучия, уверенности в своих силах и больших успехов!